относятся к этим вопросам. Ну вот тогда я тоже пришла, думала, ну ладно, не буду выступать, опять скажут, я критикую. Но когда выступили там, мне просто стало плохо. Почему? Потому что вот этот норматив модельный нигде не прикреплен, не укреплен, не обсужден. Это сделало у нас, как называется, стратегический центр при Министерстве экономики. Вот они определили, что в таких-то поселках могут быть школы начальные, таких-то 9 классов, где-то, ну, сначала по образованию будем говорить, средняя школа. Теперь по количеству они, главное, еще ссылки показывали о том, что они взяли перепись последней, и оттуда взяли, сколько населения в каждом поселке, и вот начали определять. И меня вот перед тем, как прийти, у меня вот этот нашла, значит, интервью можно, выступили, это вечерний Якутск. И там пишется, называется «Мы тебя не больно зарежем. Якутия будет искать и сокращать лишние школы, больницы». Ну, здесь я вот посмотрела до этого по WhatsApp, что говорилось. В основном-то это составлено, значит, этим стратегическим центром. Там науки нету. Они установили по численности населения. Других факторов не рассмотрено. Дальность расположения их, качество дороги, грунтовые, асфальтные. Дальше не рассмотрен вопрос климатический, тогда там можно, вот много факторов. Я работала в группе, например, федерального центра по районированию севера. Там мы включаем мерзлоту, обсуждали этот вопрос. Исходя из этого расселения, мы добивались чего? Тогда первый раз, когда начали это, то школы этих кочевых не было. Но не будет кочевых, если мы оставляем оленеводство и так далее, то как же дети будут учиться в интернатах? Интернаты закрыли практически большинство, так? И все-таки с нами тогда министром была Габышева Федосия Васильевна. Вот вместе мы работали, судились в Конституционном суде, о учебниках, мы судились в Верховном суде. И она работала в федеральном центре, и мы добились. Все-таки сохранили кочевые школы. Теперь дальше. Неполные школы, такое понятие ввели, где детей мало. Сохранить, исходя из дорожных условий. Если 30-20 километров по грунтовой, или там река есть, или по реке надо даже вот так брать, то как можно закрыть школу? Но вот сегодня то, что это норматив, который они установили только, вот здесь есть выступление, то есть спросили у нашего председателя правительства Солодова, они сказали, что, ну видите как, мы сокращаем лишнее, что есть, лишние расходы на содержание социальной инфраструктуры. Если было в консолидированном бюджете 50% занимали расходы содержания социальной, 50% пишет и дальше, есть у него данные. В 2012 году мы расходовали 40 миллиардов, а в 2019 году 70 миллиардов. И поэтому необходимо сэкономить. Вот и решили учитывать как вот это. Но ведь в законе-то подтверждено ваши кочевые и неполные школы. Но здесь этот стратегический центр установил только по количеству жителей. И уже эти документы отправляются туда,
Вот когда приехали на это заседание улусов, многие сказали, сверху звонят, они должны сократить даже количество Куликова даже. Ну, например, в Мурмском, по-моему, 90, да, штатных единиц, где-то 80. Ну, слушайте, это в таком улусе, малонаселенном, это практически там интеллигенции-то не будет. Точно в таком же хозяйстве, по здравоохранению, также по культуре. И самое главное, но по законам сказано о том, что сохранить вот предприятие решает муниципальное образование. Почему? Потому что муниципалитет – это отдельная власть. Государственная власть существует до муниципалитета, а там руководит местное самоуправление. Они должны определить. Но есть там еще статья, в котором говорится только согласие схода населения. Ну вот, поэтому, когда вот собрали, мы этому убедились, что, во-первых, значит, это устно, как указание идет, они уже 1 июня должны внести предложение, уже где-то сентябрю должны определить, утвердить вот это. Но если же штаты установлены, то в конце концов они где-то должны были быть утверждены. И должны быть проводиться все-таки научный анализ. Мы когда требовали, предположим, долю, мы сделали межотраслевой баланс Академии наук. У нас есть Академия Республики Саха-Якутия. Почему мы этим не пользуемся? И чиновники нам определили, вот там столько-то человек должна быть школа, а вот столько-то должно быть там среднюю школу превращать в начальную. Там, где живут малочисленные народы, если эти школы уходят, они частные, то есть начальные остаются, то они язык изучать не будут уже. Потому что в Улусе уже будут учить или на якутском языке, или на русском. Права нарушаются, нарушаются. И поэтому, конечно, я поддерживаю вот Конгресс, который обратился к руководству республику именно тем, что необходимо обсудить этот вопрос, необходимо найти компромисс. Не надо на улицу там выходить и так далее, но мы должны научиться. У нас есть парламент, у нас есть власть, у нас есть общественные организации, мы должны совместно найти решение. Но то, что сейчас, ну, как пишут, в одном улусе есть роддом, есть хирургия, есть терапия. Оставили по одному, по-моему, да? Ну что, в одном будет рожать, тут же будут оперировать, тут же будет... Я не знаю. А там, где был фельдшерская, оставляют одного фельдшера, врача не будет. И там рассказывала представитель здравоохранения о том, что медицина развивается. Значит, там по телевизору там все и так далее, и поехала. И поэтому на высоком уровне у нас используются вертолеты в наших условиях. Ведь по нормативу за 7 минут должны прийти пожарные, скорая помощь. В наших условиях это возможно? То есть никто не может сказать, что вот это надо убрать. Но решение, то, что они хотят принять без согласия жителей, без согласия общественности и так далее, мне кажется, нам необходимо активно участвовать. Согласны?